Одни идут в горы покорять вершины, другие в поисках редких камней, третьи ищут следы снежного человека. Физики поднимаются сюда за следами космических посланцев, элементарных частиц очень высокой энергии, недоступной пока современным ускорителям. Нет, это не скопление звезд и галактик в глубинах Вселенной. Это следы высокоэнергичных элементарных частиц, и добыты они в заоблачных высях Памира. В последние годы в ядерной физике начался новый этап – исследование структуры элементарных частиц, в частности, сильно взаимодействующих адронов. Однако все более глубокое проникновение в микромир требует все более высоких энергий налетающих частиц, а значит и все более мощной ускорительной техники. Так, для расщепления протона или нейтрона на гипотетические пока кварки с образованием кварк-глюонной плазмы потребуется, по-видимому, сталкивать атомные ядра с энергией в миллионы миллиардов электроновольт. Ускорители с такой энергией появятся не скоро. Так что же физикам, сложа руки, ждать новых поколений ускорителей? Вовсе нет. Уже более 10 лет разведка в глубины микромира ведется совсем необычным способом. Известно, что при взрывах сверхновых звезд испускаются потоки заряженных частиц, протонов и ядер. Это космические лучи, которые разгоняются самыми мощными ускорителями, природными электромагнитными полями огромной протяженности. Открытие космических лучей высоких энергий относится к 20-м годам, когда их исследовал в магнитном поле с помощью камеры Вильсона советский физик Дмитрий Владимирович Скобельцин. Попадая в земную атмосферу и сталкиваясь с ядрами атомов воздуха, космические лучи создают мощные ливни вторичных частиц, мезонов, гамма-квантов и электронов. Так, одна частица с энергией свыше 10 в 15 степени электроновольт в процессе многочисленных каскадных превращений может породить широкие атмосферные ливни из миллионов частиц, падающих на площадь многих квадратных километров. Если на пути этих частиц установить детектор, то получится картина, напоминающая работу ускорительной установки. Налетающая частица, мишень, слой воздуха и детектор, фиксирующий взаимодействие частиц. Но если этот детектор установить на уровне моря, то он будет регистрировать, как правило, адроны и гамма-кванты отдаленных поколений первоначальных частиц. Исследователям же важно фиксировать частицы самых первых поколений, еще не растративших на своем пути большой энергии, полученной от космических пришельцев. Поэтому такие детекторы целесообразно поднять либо в стратосферу, либо, в крайнем случае, при больших габаритах, установить на высотах гор. Что же представляют из себя эти детекторы высокоэнергичных частиц? Их называют кратко РЭК. Это большие рентген-эмульсионные камеры, состоящие из чередующихся слоев свинца и листов рентгеновской пленки, а также углерода в виде резины. РЭК служит для регистрации узких электронно-фотонных каскадов, вызываемых частицами больших энергий в плотной среде. Ввиду малой интенсивности космических лучей по сравнению с ускорительными пучками, приходится создавать установки порядка 1000 квадратных метров и весом до 1000 тонн, а пленку экспонировать 10-12 месяцев, чтобы, как говорят, набрать статистику. Рассмотрим подробнее принцип работы рентген-эмульсионной камеры. При взаимодействии энергичной космической частицы с ядрами атомов воздуха рождаются адроны. В основном это заряженные и нейтральные пионы. Нейтральные пионы тут же распадаются на гамма-кванты, которые после размножения путем испускания электронно-позитронных пар
и их тормозного излучения попадают в свинец верхнего блока камеры и дают начало электронно-фотонным каскадам. Эти каскады и фиксируются на рентгеновскую пленку. Адроны, как правило, свободно проходят через верхний блок камеры и очень эффективно взаимодействуют с ядрами углерода в нижнем углеродном блоке. При этом образуются нейтральные пионы. Сразу распадаясь на гамма-кванты, они создают электронно-фотонные каскады, которые также фиксируются рентгеновской пленкой в виде пятен почернений. Работа по изучению космических лучей на высотах гор у нас в стране началась еще до войны, в 1934 году на Эльбрусе. А потом, после перерыва, связанного с войной, работа продолжалась уже на Памире, на высоте 3860 метров над уровнем моря. В 1946 году на Памире была построена специальная высокогорная научная станция по изучению космических лучей. Помимо того, с помощью камеры Вильсона и различных счетчиков частиц исследователями была выяснена общая картина прохождения частиц сверхвысоких энергий через вещество и были найдены механизмы образования вторичных частиц в атмосфере. Памирскую школу прошли в свое время многие теперь хорошо известные советские физики. Четверть века спустя, в связи с разработкой новой методики эксперимента и созданием в качестве детектора высокоэнергичных частиц рентгенэмульсионных камер, работы на Памире стали проводиться вновь, причем на еще большей высоте, чем в первый период. В 1971 году учеными Физического института имени Лебедева и Физико-технического института Академии наук Таджикской ССР было выбрано место в горах Памира для размещения первой опытной рентгенэмульсионной камеры. Ими же была собрана небольшая, всего в 20 квадратных метров, установка, прообраз больших современных эмульсионных камер. С ее помощью были получены и первые интересные результаты. Это обнадежило физиков. На Памире стали расти масштабы экспедиций, появились конструкции камер с качественно новыми возможностями. Сейчас физики работают на высоте 4370 метров над уровнем моря. После экспонирования в течение года камеры разбираются, а пленка обрабатывается в проявочном центре в Алмате. Гамма-квантов и адронов, образовавшихся при развитии ядерного каскада в атмосфере. При этом пленка фиксирует только гамма-кванты очень высоких энергий, не менее 2000 миллиардов электронвольт, что снимает проблему фона от гораздо более многочисленных частиц низкой энергии. Измерение различных характеристик частиц в этих семействах позволяет судить прежде всего об энергии и направлении прихода гамма-квантов.
Энергию гамма-квантов, преобразованную эмульсионной камерой в энергию электронно-фотонных каскадов, можно определять по степени почернения пятен на пленке. Но как мы можем определить энергию? Для этой цели должен существовать какой-то эталон. Таким эталоном может быть масса известной частицы, какой есть π0, которая распадается на два кванты гамма. Зная почернение от этих квантов и их расстояние, мы можем говорить о правильности определения энергии. Для этой цели в памятском эксперименте построено добавочную калибровочную установку. Второй вопрос – это роль флуктуаций. Каждый каскад развивается по своей собственной жизни. Означает это, что мы должны говорить только о средних величинах, которые могут быть искажены этими флуктуациями. Строгое решение получения истинной энергии z учетом флуктуаций было получено группой физиков Łodzińskiego университета совместно с физиками Московского государственного университета. Рентген-эмульсионная камера с разнесенными слоями регистрации позволяет определять высоту главного взаимодействия в атмосфере, что очень важно для интерпретации получаемых в эксперименте данных. Расчеты показывают, что около 15% гамма-адронных событий, регистрируемых эмульсионными камерами, возникает в результате одного взаимодействия в атмосфере, как показано на этой схеме. В этом случае появляется возможность определить высоту образования гамма-адронного семейства над камерой, используя увеличение расстояния между гамма-квантами в различных слоях регистрации. Сумеете ли вы обеспечить необходимую точность таких измерений? Используя эмульсионную камеру с двумя слоями регистрации и воздушным зазором 1 метр, удается добиться определения высоты регистрации вплоть до 1 километра над камерой. Помимо прямых опытных данных, в памирском эксперименте широко используется математическое моделирование изучаемых явлений на ЭВМ. Это позволяет, с одной стороны, выяснить количественно роль новых, еще не изученных процессов, а с другой — учесть влияние уже известных явлений. Знаешь что, насколько я помню, сначала идет почти... так давайте я вам покажу. Сначала идет так, а потом сюда заворачивается. Нет, все это хорошо без перезарядки. Изучение индивидуальных взаимодействий при сверхвысоких энергиях дает возможность получить данные первостепенной важности о механизме генерации вторичных частиц. В частности, эксперимент позволяет проверять зависимость роста сечения неупругого взаимодействия с ядрами углерода от энергии, измерять энергетические спектры рождаемых частиц, изучать эффекты образования так называемых струй. Все это вместе взятое и есть в конечном итоге экспериментальное исследование структуры элементарных частиц, результаты которого можно сопоставлять с предсказаниями современной теоретической физики и уточнять в опытах с мощной ускорительной техникой. Эксперимент Памир заставляет пересматривать некоторые устоявшиеся мнения о взаимодействии адронов. Если вы берете 10 теф на сантиметр, вы получаете, что среднепоперечный 2 Г. Главная задача памирского эксперимента, так как она была поставлена перед нами, состояла в изучении проблемы скейлинга, процессах множественного рождения частиц в сильных взаимодействиях. До памирского эксперимента считалось, что энергетический спектр рождающихся в взаимодействиях частиц в долях энергии, которую вторичные частицы уносят от первичной энергии, остается неизменным, не меняющимся с энергией взаимодействия. Памирский эксперимент показал, что ростом энергии взаимодействия энергетический спектр смягчается, так что при энергиях выше 10-15 электрон-вольт спектр существенно мягче спектра при более низких энергиях. Иными словами, вторичные... Одной из наиболее интересных возможностей эксперимента, подтверждающих сложную структуру адронов, оказалось изучение прямых столкновений составных частей адрона кварков и глюонов при сверхвысоких энергиях.
Оказалось, что при таких энергиях соударяющихся адронов, очевидно за счет прямого столкновения кварков или глюонов, образуются сравнительно узкие струи частиц, которые с большой вероятностью фиксируются рентгенэмульсионными камерами. В результате образования струй гамма-семейства на мишенной диаграмме имеют азимутальную структуру эллиптичного типа, как показано на этом рисунке, или более сложного, правда более редкого, бинокулярного типа, или образуется несколько подгрупп более сложных систем. Хорошим параметром для этого процесса является величина z, которая пропорциональна энергии каждой из струй и расстоянию между ними. Распределение по этому параметру было измерено экспериментально и показано на этом рисунке сплошной линией. Экспериментальное распределение по параметру z совпадает с расчетным, если струи с большими поперечными импульсами образуются с вероятностью 0,3-0,5. Вот оказалось, что энергии больше, чем 200-250. То есть Эксперимент объединил в тесное содружество ученых из Московского университета, физико-технических институтов Ташкента и Душанбе, Института физики Тбилиси, Института физики высоких энергий Алма-Аты, Института ядерных исследований Москвы, а также сотрудников двух польских институтов. Возглавляет работу Памирского содружества Физический институт имени Лебедева, Академия наук СССР, ФИАН. Большую пользу в изучении строения вещества приносят научные контакты с японскими и бразильскими физиками, работающими по аналогичной методике. Совместная советско-японская рентгенэмульсионная камера уже экспонирована на Памире. Небольшая камера экспонируется также на горе Чакалтая в Боливии в рамках советско-бразильского сотрудничества. Научный потенциал памирского эксперимента далеко не исчерпан. Впереди работа с еще более высокими энергиями, до 10 в 17 степени электроновольт. Планируется сочетание РЭК с ионизационными камерами большой площади и различными счетчиками частиц. Использование электронной методики позволяет получать почти прямую информацию об энергии первичной частицы и, кроме того, более подробную информацию обо всех компонентах широкого ливня частиц. Такой эксперимент готовится сначала на Тяньшаньской станции ФИАН, а затем в гораздо более крупных масштабах в Армении, на горе Арагац. Повторяю, меня не потому, чтобы я ее любил, а потому, что мне темно с другими. Сложен и запутан процесс познания природы. Эксперимент Памир — лишь одно из звеньев огромной цепи познания микромира. Он приближает нас к новому уровню понимания явлений в мире элементарных частиц, а значит и основ строения материи.